С вердиктом комиссии нерадивые компании вряд ли смогут поспорить. Все нарушения специалисты управления ЖКХ снимают на камеру. В одном из дворов на Октябрьском проспекте линейкой фиксируют глубокую колею. Еще немного снега и машины окажутся в плену. Как и во дворе на Тентюковской. Впрочем, здесь трудом передвигаются даже люди. Завалены не только дорога, но и ступеньки на крыльце. После осмотра территории эксперты поднимают голову. Сосульки и снежные шапки, свисающие с кровли, вопиющее нарушение. Ведь они могут угрожать здоровью прохожих. Ответственное лицо, скорее всего, накажут, как это было с компанией УРЭК. Данный административный материал был составлен на управляющую компанию, поскольку сосульки с крыш свисали в непосредственной близости к проходу гражданам. И управляющая компания вовремя не убрала эту наледь с крыши. Поэтому было принято решение привлечь к административной ответственности данную управляющую компанию. Между тем, большая часть дворов города справилась с поставленной задачей. Это была уже работа над ошибками. За последнюю декаду февраля администрация провела 3 рейда. В результате составила 18 актов о нарушениях правил благоустройства. Вновь поступившие мэрия рассмотрят на днях в ходе очередной комиссии. Ревизоры обсудят итоги рейда и решат, наказывать ли кого-то рублем. Раньше это бремя ложилось на мировые суды, но они, как самые загруженные, попросту не справлялись. Именно такой порядок существовавший и рассмотрения данной категории дел, вот как раз связанный с нерасчисткой территории, конечно, направление в мировые суды затягивал процесс привлечения к административной ответственности. И создание административных комиссий органами местного самоуправления, конечно, позволит сократить процесс прохождения процедуры. Впрочем, первый внушительный штраф коммунальщики уже готовятся опротестовать. 100 тысяч рублей для них – большая потеря. С новой системой готовятся поспорить и сыктывкарские ТСЖ, которых тоже в любой момент могут призвать к ответу. Говорят, так власти обидят в первую очередь самих граждан. Суммы штрафа нереальные, как говорится. И, во-первых, на кого будут накладывать? Если будут накладывать на председателя ТСЖ, как физическое лицо, заплатил он раз, а на второй раз сказал: живите, собственники, как хотите. Если на юридическое лицо, как ТСЖ, откуда? Придется оплачивать из средств на содержание, текущий ремонт дома. Кто пострадает? Опять собственники. Чтобы за ошибки нерадивых компаний не расплачивались сами жильцы, строительный надзор Коми призывает жителей контролировать действия управительниц. Граждане в любой момент могут получить отчет о работе. Данные размещаются в интернете и доступны каждому. К слову, Сыктывкарская административная комиссия не единственная в Коми. Возродили старый механизм и в Ухте, где подобный рычаг доказал свою эффективность. Таисия Жакова, Олег Жуковский, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.